таким образом проще вести избирательную кампанию, да, то есть это один из таких феноменов данной избирательной кампании, и это было предопределено еще после референдума 2 февраля, когда я говорил, что в принципе референдум 2 февраля это старт политического сезона или предвыборного сезона Республики Молдова. И он определил ту тему, которая будет обсуждаться в рамках и парламентских выборов, и выборов Народного собрания, Башкана Гагаузии, извините. Отчет наблюдателей ОБСЕ показал, да, то есть они отметили в своем учете, что геополитика на выборах парламента доминировала в обсуждениях и в средствах массовой информации. Да. То же самое у нас происходит на выборах Башкана. Да, то есть это продолжение вот этой всей эпопеи, да, которая началась еще 2 февраля. Когда политики предпочитают обсуждать только геополитику, да, или кандидаты, но практически никто не обсуждает конкретные проблемы, которые есть в Гагаузии. Потому что для того, чтобы обсуждать конкретные проблемы, необходима экспертиза, необходимо четкое понимание, четкие идеи по поводу того, как эти проблемы необходимо решать. Да? А политические лозунги, они просто, как вам сказать, они не требуют большой ответственности в случае прихода к власти. Да? То есть к ним особо ничего не предъявишь. Да? То есть можно предъявить тому, что кто обещает, скажем, улучшить дороги, да, улучшить социальное состояние, улучшить экономику. То есть там есть конкретные критерии оценивания того, да, то есть мы имели вот это вот в начале избирательной кампании, а вот 4 года прошло, человеку власти, что он сделал, да, то есть необходимо, можно это измерить. А когда даются лозунги типа вместе с Россией, или вместе с Европой, или вместе с кем-то еще, это очень сложно измерить, понимаете, то есть, это не конкретные обещания, которые отразятся конкретно на жизни и на кармане людей, да, то есть их выполнить-то не так уж сложно.